Артист и режиссер Владимир Басов предложил композитору Георгию Свиридову сотрудничество, когда приступил к работе над кинолентой «Метель», в основу которой легла повесть Александра Сергеевича Пушкина. Стоит отметить, что это произведение было написано поэтом в особый период его творчества – Болдинскую осень, и всего за один день. По сути, это небольшая ироничная история про молодую девушку, решившую сбежать из дома. Цель побега была очень веской. Она хотела обвенчаться со своим возлюбленным, который был беден, и из-за этого родители девушки его не принимали. Вот только в судьбы главных героев вмешивается сама природа, и из-за сильной метели все меняется коренным образом. Еще бы, ведь девушка случайно выходит замуж, но совсем за другого, и в итоге оказывается еще более счастливой. Композитору очень понравилось предложение режиссера. Ну, во-первых, он впечатлился образом пушкинской провинциальной России. Ведь, как мы все помним, Свиридов всегда уделял внимание лишь тем произведениям, которые носят исключительно русский характер. Во-вторых, из всех времен года он отдавал предпочтение зиме, так как считал, что только она более всего выражает естество России. Ну и в-третьих, это невероятная любовь Свиридова к творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Даже самые свои первые произведения он написал на стихи этого великого поэта. После того, как фильм вышел на экраны, эта музыка очень полюбилась публике, и она стала часто звучать на радио и на телевидении. И уже спустя 9 лет Свиридов решил сделать редакцию партитуры, и так появилось самостоятельное произведение на музыку кинофильму, которое уже получило название «Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель». Невероятно красивые мелодии, едва уловимый легкий перезвон бубенцов, романсовые интонации, бытовавшие в начале XIX века, нежнейшие напевы и истинно русская музыка. Все это делает произведение Свиридова одной из жемчужин классической музыки. Георгий Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель».